Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 29. Древнерусские княжества. XII-XVI века между татарским и западным игом. До появления татаро-монгол Русь представляла собой ряд княжеств, неуклонно изолирующихся друг от друга и дробящихся внутри себя. В 1097 году в Любиче состоялся княжеский съезд, где было решено, что каждый додержит отчину свою. Князья поклялись нерушимо соблюдать новый принцип и в том целовали крест. Тем самым Русь превратилась в новую политическую организацию – конфедерацию независимых государств. Постепенно обособились Северо-Восточная Русь и юго-западные земли – Волынь, Киевщина и Галиция. Черниговское княжество, выделились Смоленск, Тураво-Пинская земля, обрел полную независимость Новгород. Не было единства ни в государстве, ни в церкви, а была междоусобица. В Ростово-Суздальской земле в 1216 году пошли сыновья на отца, отцы на детей, брат на брата, рабы на господина, а господин на рабов, свидетельствует летописец. Муромско-рязанские земли, отделившись от земель северских, еще при Владимире Мономахе, сами, в свою очередь, подверглись дроблению. В результате к началу XIII века на Чернигово-северских землях теснились уделы Козельских, Курских, Трубчевских, Сновских, Рыльских, Лопасненских, Вжижских, Новгород-Северских, Путивлевских, Стародубских, Дебрянских, Караваевских и других князей, воевавших друг с другом. Таким образом, за 100 лет до появления татаро-монгол отдельные княжества занимались уничтожением друг друга, причем совершенно непонятно ради каких целей. Только образ Александра Невского несколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления, слишком часто прорывавшегося в среде русских правителей, родных или двоюродных братьев, дядей и племянников, пишет Ключевский. Если бы они были представлены вполне самим себе, они разнесли бы свою Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные лоскутия. Гроза ханского гнева сдерживала забияк. Милостью, то есть произволом, хана не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица. Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян батагом Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния. Конец цитаты. Погибель земли русской, о чем неизменно пишут учебники, не могла быть следствием татарского нашествия. Она была фактом задолго до появления Бату-хана. Нашествие в кавычках, первоначально не предполагало захвата Руси.
После разгрома Волжско-Камской Булгарии татаро-монгольские войска форсировали Волгу и разделились на два крыла. Одна часть во главе с Мунке преследовала половцев, которых принял король Венгрии под свою защиту. Другая часть во главе с Бату-ханом окружала половцев со стороны русских земель. Бату-хан потребовал пропустить его через земли русских княжеств, дать продовольствие и лошадей, но получил от многих отказ. Рязанские князья, например, ответили: «Убьете нас, все будет ваше». В результате Бату-хан захватил Рязань, Владимир, Торжок на северо-востоке, Козельск, Южный Переяславль, Чернигов, Киев, Колодяжин и Каменец на юге, Галич и Владимир на Волыни на юго-западе. Относительно остальных 11 городов, про которые сообщается, что они были захвачены татарами, нет никаких свидетельств. Воронин считает, что Ярославль, Ростов, Углич, Кострома, Северный Переславль, Тверь и другие города сдались без боя и не были разрушены татарами. Северная часть Великого княжества Владимирского уцелела благодаря своевременным переговорам с предоставлением наступающей татаро-монгольской армии провианта и коней. Всего в то время было около 300 русских городов. Плано Карпини, путешествовавший в районе Киева 5 лет спустя после падения города, говорит, что от Киева почти ничего не осталось. В настоящее время, то есть 1245 год, в нем едва насчитывается 200 домов, а его население содержится в полном рабстве. Это свидетельство плана Карпини цитируется постоянно. Ипатьевская летопись, ярко описывающая взятие Киева, не содержит сведений о разрушении каких-либо зданий, ни даже о массовом избиении жителей. Лаврентьевская летопись о падении Киева упоминает вскользь, а новгородская летопись просто игнорирует. Это неудивительно, поскольку Киев еще до татар трижды разрушался самими русскими. По словам Платонова, появление же татар нанесло ей лишь окончательный удар. Он уже был в руинах. До Батыя, а точнее в 1169 году, Киев опустошил Андрей Боголюбский, отдавший столицу Руси на трехдневный грабеж своим ратникам, как поступали только с чужими городами. В 1203 году то же самое сделал и князь Рюрик Ростиславович Смоленский, которому содействовал князь Игорь Святославович, известный герой «Слова о полку Игореве». Так что Батыю мало что осталось от Киева. Когда Бату-хан подошел к Киеву, то князь бежал, поскольку защищать город было некому. Татарам уже нечего было завоевывать и разрушать. Упадок Киевской Руси начался во второй половине XII века, когда торговый путь из Варяг в Греки утратил свое значение вследствие крестовых походов со стороны шведов, немцев и литовцев. Татарское нашествие не могло быть причиной деградации и отсталости Руси. Петр Савицкий утверждал, что Русь начала XIII века являет картину ничтожества. В сравнении с Западом различие масштабов десятикратное, стократное, подлинная отсталость, возникающая не вследствие, но до татарского ига. Конец цитаты. Новгородская республика, Полоцкое, Смоленское и Турово-Пинское княжество
не были затронуты татарами. Сильно пострадала Рязань, но больше от суздальцев, чем от татар. Татары-монголы не оставляли гарнизонов, а потому с их уходом жизнь возвращалась в обычное русло. Пострадавшие города быстро отстраивались, и жизнь их восстанавливалась. Повесть о разорении Рязани описывает последствия нашествия таким образом. Благоверный великий князь Ингварь Ингваревич, сядя на столе отца своего, и обнови землю Рязанскую, и церкви постави, и монастыри согради, и предшельцы утеши, и люди собра, и бысь радость христианам, их же избави Бог от безбожного, зловерного царя Батыя. Конец цитаты. Археологические раскопки говорят о быстром восстановлении Рязани. По свидетельству плана Карпини, Рашид ад-Дина и Ибн ал-Асири, татары систематически угоняли опытных ремесленников и мастеровых, что отчасти было правдой. Но только отчасти, поскольку в русских княжествах в целом падение ремесленного производства не наблюдалось. Что касается сельского хозяйства, то, как указывает Рыбаков, татары осмотрительно оставили крестьян в покое, чтобы те могли, говоря словами ипатьевской летописи, «орют пшенишо и проса», пшеницу и проса. После нашествия Батыя никто дань в русских княжествах не платил, поскольку татарские войска просто прошли через русские земли. Дань начали платить 20 лет спустя. В исторической литературе неизменно фигурирует яркий и бесспорный пример жестокости татар. Городок Козельск, разрушенный до основания. Он в описании некоторых авторов вырос чуть ли не в центр сопротивления татаро-монгольскому нашествию. Это особый случай, ибо он был отнесен к злым городам, то есть к тем, где убили послов, что по эссе Чингисхана было самым большим грехом, с чем надо согласиться. Татары-монголы считали, что за такое деяние несет ответственность весь город, а не только правители, а значит, он должен быть срыт, что и было сделано. Во время осады Козельска ни один русский князь не пришел на выручку, хотя именно в это время Ярослав Всеволодович совершил успешный набег на Литву. Нашествие выглядело не столь уж страшным, как оно описывается в исторических работах. Каковы были непосредственные результаты татарского нашествия, спрашивает Феннел. Как это часто бывает в ранней русской истории, письменные источники содержат поразительно мало сведений, позволяющих сделать какое-либо обоснованное заключение о реальном ущербе, политическом, культурном или экономическом, нанесенном татарами. Нет никаких указаний на численность потерь среди дружинников или гражданского населения. Мы не знаем, сколько было захвачено в плен. Летописцы, путешественники и историки того времени упорно отказываются привести хотя бы преувеличенные цифры. Они либо хранят молчание, как в случае с Киевом, либо путают своих читателей беспомощными гиперболами. Археологические данные о физическом уничтожении и культурном притеснении слишком скудны, чтобы дать сколь-нибудь реальную картину состояния русских городов и сельской местности после нашествия. Конец цитаты. Все разговоры о тяжелой татарской дани сильно преувеличены. Кожанов пишет:
Обращу внимание на одно очень важное, но труднодоступное исследование историка Павлова к вопросу о русской дани в Золотую Орду, опубликованное в ученых записках Красноярского педагогического института в 1958 году. Это, пожалуй, единственная работа, где данный вопрос поставлен серьезно и конкретно. И выясняется, что в среднем на душу населения годовая дань составляла всего лишь 1-2 рубля в современном исчислении. Такая дань не могла быть обременительной для народа, хотя она сильно била по казне собиравших ее русских князей. Но даже при этом, например, Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, добровольно жертвовал равную дани сумму денег для поддержания существования Константинопольской патриархии. Конец цитаты. Более того, во время нашествия татар среди русских было стремление освободиться от гнета князей, бояр, урядников, бесконечных междоусобиц, насилия и поборов княжеских войск, избавиться от неуплаченных долгов и тяжелых отработок. Такие люди целыми общинами переходили к татарам, что обеспечивало спокойную жизнь, меньшие налоги и безопасность. Они управлялись народовластно, старейшинами, их называли людьми татарскими. В отношении податей и хозяйствования, наверное, пишет Михаил Грушевский, все-таки легче им было под татарами, чем под своими князьями и боярами. А набеги татар на русские земли совершались по большей части из-за междоусобной борьбы князей с тем, чтобы их остановить. Во всяком случае, население Руси за время пресловутого ига в кавычках, выросло в 2 раза. Для сравнения, после взятия Казани Иваном Грозным произошло прямо обратное. Потери составили треть населения, что означало демографическую катастрофу. Русь в XIII веке оказалась между 2 огней. Востоком, откуда шли татаро-монголы, и западом, откуда шли крестоносцы. Чужеземное иго было бы в любом случае. Надо было выбирать между татарским и западным игом. Игом, конечно, в кавычках тут. Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью пытался вести борьбу против Востока, создать самостоятельное Галицко-Волынское княжество и получить королевскую корону. Он вступил в переговоры с папой Иннокентием IV о церковной унии и получил заверение предоставления льгот русскому духовенству. Даниил помощь от папы не дождался, хотя и получил королевский титул, а против татар был объявлен крестовый поход. Однако папа объявил крестовый поход также и против схизматиков, греков и русских, а Русь не была в состоянии ответить на удары католической Европы. В 1237 году рыцари-монахи 2 орденов, Тевтонского и Меченосцев, объединились в мощный Ливонский орден для захвата Прибалтики и продвижения на Русь, чтобы навязать католичество. Это была реальная угроза у самой границы новгородской земли, причем в ряде мест среди русских были противтонские настроения. Иначе поступил Александр Невский. В 1248 году в папской булле
Александру Невскому за признание римского престола была обещана помощь ливонских рыцарей против татар. С другой стороны, Батый прислал Александру сказать: «Иже русских держателях, пресловущей Александре, вем яко разумно, известно, ты есть, иже мне Бог покорил многие языцы, народы, и все повинуются державе моей, и пачели всех един ты, не радиши покориться силе моей. Внимай убо себе, аще мыслящий соблюсти землю твою невредиму, то подчися немедленно прийти до мене, и узрише честь и славу царствия моего, себе же и земли твоей полезное преобрещешь». Александр Невский выбрал Восток. Латинство было воинствующей религией, считавшая православие ересью, а Великая Яса все религии считала равными и несла законы гражданско-политические, но не религиозные. «Татары в худшем случае несли рабство телу, но не душе», писал Вернадский. Латинство грозило исказить самую душу. Александр поехал в Орду с братом Андреем и подружился с Артаком, сыном Бату-хана. Оттуда они отправились к хану Гуюку, Каракарум. Эта поездка заняла 2 года. Андрею был дан Владимир, Александру – Новгород и Киев. В Твери княжил 3-й брат Ярослав. Андрей был за союз со шведами, ливонцами и поляками, с тем, чтобы избавиться от татар. Александр, как старший, требовал от братьев подчинения. Не встречая покорности, он использовал татар. В 1252 году татарский отряд Найона Неврюя изгнал Андрея из Владимира, и великокняжеский стол был передан Александру. В 1256 году он изгнал и Ярослава, а затем наказал новгородцев, не хотевших платить дань. По русской православной традиции Александр Невский причислен к лику святых. Эта трагичность положения между татарами и Русью делает из святого Александра мученика, пишет Клепинин. С мученическим венцом он и входит и в русскую церковь, и в русскую историю, и в сознание народа. Конец цитаты. Трудно сказать, кто в большей степени был терзаем сомнениями, Александр Невский или Даниил Галицкий. Но трагичность обстановки заключалась в необходимости выбора из 2 зол меньшего. Даниил Галицкий был за немцев, Александр за татар. Кто же был за русских? Были и те, кто не принял ни одну сторону. Полоцкое, Турово-Пинское княжество не подчинились ни немцам, ни татарам, но и в истории о себе не оставили следа. Новгородская земля, не затронутая татарским нашествием, показала полную неспособность к отражению внешнего врага, то есть рыцарей. Новгороду помогало Владимирское княжество, якобы вырезанное татарами. А нетронутые татарами земли, то есть Полоцкое, Смоленское, Турово-Пинское княжество, никакой помощи ни Новгороду, ни Пскову в отражении тевтонцев не оказывали. Мир Новгорода с ордынскими немцами в 1269 году был достигнут благодаря присылке ордынского отряда. Немцы, замирившиеся по всей воле Новгородской, Зелобо Бояхуся и имени татарского.
Всего лишь 500 татарских всадников хватило, чтобы отогнать тевтонцев. Таким образом, Псков и Новгород были спасены. Дольше всех из западно-русских городов держался Смоленск, но и он в 1279 году предпочел добровольное присоединение к Золотой Орде в тевтонской оккупации, а ведь татары даже близко не подходили к Смоленску. В русских княжествах не было никакого нравственного начала, ценностей, объединяющих всю русскую землю. Даже православие в то время было разменной монетой, которую могли при случае легко поменять на католичество. А те, кто готов был сохранить православие, стали на сторону татар. Именно поэтому Александр Невский и причислен к лику святых. В свою очередь, у татаро-монгол было два сильных врага – багдадский халиф и папа, римский папа. Бату-хан хотел установить с русскими князьями дружбу, поскольку папа объявил крестовый поход и против татар, и против православных. Во время похода на Европу Бату-хан имел помощь от своих двоюродных братьев, но и она не была безмерной. По оценкам историков, численность войск при походе на запад не превышала 30-40 тысяч всадников. А после ссоры в 1238 году с сыном Угидея Гуюком и сыном Чагатая Бури царевичи вместе с дружинами были отозваны в Монголию. Батый оказался властителем огромной страны, имея выделенные Чингисханом 4000 монгольских семейств. Рашид I свидетельствует: этих 4 упомянутых эмиров 4000 войска Чингисхан отдал Джучи-хану. В настоящее время большая часть войск Тохтая и Баяна есть потомство, наследство этих 4000, а что прибавилось за последнее время, то из войск русских, черкесских, кипчакских, маджарских и прочих, которые присоединились к ним. Конец цитаты. После смерти Угидея великим ханом стал Гуюк, и Батый, будучи с ним в ссоре, не мог рассчитывать на его помощь. Он приостановил западный поход и начал укреплять Золотую Орду, которая становилась все более самостоятельной. Возвращаясь из венгерского похода, в 1242 году он остановился в Великом Булгаре, куда русские князья явились за ярлыками на княжение и были отпущены Когождо в свою отчину. А великий князь Ярославль был отпущен со словами: «Будь ты старей всем князьям в русском языце». Эту дату, 1242 год, можно считать годом начала отделения Золотой Орды от Монгольской империи в качестве самостоятельного государства. Отныне Батый рассчитывал только на свои силы. Он вполне справедливо считал, что дружба с Александром Невским надежно защищает его от нападения с западной стороны. В результате такого союза выигрывали как русские, так и татары. Проиграло католичество. Православие было надежно защищено. До монгольский период окраины славянского мира оставались языческими. И лишь при татаро-монгольском иге, татаро-монгольская ига в кавычках, пишет Кобещанов, началось широкое строительство монастырей, крещение сельского населения, превращение Медвежьих углов, так назывался языческий край Ростова Великого, в Святую Русь. Конец цитаты. Надежды Александра Невского оправдались. Именно ига в кавычках, содействовала расцвету православной культуры.
Освобожденные от налогов православные монастыри стали мощной духовной силой русского народа. Не случайно русская иконопись XIV века считается вершиной в истории не только российской, но и мировой живописи. Введенные татарами привилегии были ликвидированы при Иване Грозном на Земском соборе в 1584 году, на котором определено отменить все тарханы или освобождение от суда и подати, коими пользовались монастырские вотчины, и чтобы с монастырских вотчин платить подати, как из прочих земель. Без помощи Александра Невского татары не смогли бы спокойно править в Золотой Орде, а русские без него потеряли бы православие, а значит и не было бы России в нынешнем понимании. Александр Невский и Даниил Галицкий олицетворяли собою два исконных культурных типа русской истории: тип восточника и тип западника. На этой базе впоследствии появилось два течения русской мысли – славянофильство и западничество. Конец выпуска. Давам Бар. Продолжение следует.